Все стояли, фотографировали, все смотрели. Я начала кричать, хоть, ну помогите хоть кто-то. Анзор, вот он первый подскочил, он сказал, что там дети, я говорю, да, там у меня ребенок и муж. Я не знаю, как вот. Человек просто не побоялся, он даже не раздумывал, что там такое пламя, там такой огонь. Услышав, что там ребенок, он просто, вот он даже, мне кажется, он даже не раздумывая, ну, полез, вот туда надо было лезть и как бы доставать. Вы знаете, не каждый бы, наверное, бы вот рискнул бы, вот честно, видя, какое там было сильное пламя, уже с окон. Мы до такой степени просто благодарны. Дай Бог им здоровья. И вот побольше бы, чтобы у нас было таких людей. Он нам сегодня оставил номер телефона, записал мой номер телефона. Он сказал, что только вот если вам надо, вы звоните сюда, обращайтесь, мы вам поможем. Но это на самом деле подвиг. В чеченском языке есть одно очень важное слово – нохчела. Оно не поддается прямому переводу. Это неписанный свод правил и традиций, кодекс чести и морали. Нохчела – это все. Прощение, гостеприимство, мужество, взаимопомощь. И главное – почитание своего рода, матери, отцов до 7-го колена, неразрывная связь сына и отца, невозможность бросить родной дом, когда ты самый старший в семье. Но когда все это перечисляешь, это просто слова. Что такое нохчела, нужно почувствовать.